Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия вперед». Сегодня в эфире наших каналов глава республики Айсен Сергеевич Николаев подведет некоторые итоги работы за февраль. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Здравствуйте. Вот вы присутствовали в гостином дворе на оглашении послания президента Владимира Владимировича Путина. Это послание называют историческим. Скажите, а чем послание этого года отличается от тех, что были ранее? Вы знаете, я был на многих посланиях нашего президента. И, конечно же, это послание очень серьезно отличается. Во-первых, это послание не на год, не на два, не на краткосрочную какую-то перспективу. Это послание, которое ставит задачи на ближайшие 6 лет, а по некоторым направлениям еще на несколько десятилетий вперед для развития всей нашей страны. И охват всех направлений жизни нашего общества, начиная от социального развития нашей страны, заканчивая уже вопросами специальной военной операции, он огромен. И, конечно же, вот масштаб задач, которые ставит президент, и подходы к их решению, они, конечно же, еще раз доказывают то, что Россия была и остается социальным государством, и во главе угла, конечно же, забота о каждом жителе нашей огромной страны. И, вы знаете, очень серьезное, очень такое эпохальное, я бы сказал, послание, которое сделал наш президент, и мы, все те, кто слышал его в гостином дворе, и все те, кто слушал его с телевизоров, читал, конечно, мы все воодушевлены и уверены, что реализация этого послания сделает нашу страну еще многократно сильнее. Вот да, забота о населении, она проявляется прежде всего в том, что у нас и 24-й год – это год семьи. И вот президент подчеркнул особый статус многодетных семей, назвав их гордостью России. Есть и новые национальные проекты – это «Молодежь России», семья, продолжительная активная жизнь. Это все очень актуально для нашей республики. Чего ожидать Якутии от этих проектов? Вы знаете, когда я давал интервью федеральным каналам до начала послания, еще я говорил о том, что я очень надеюсь, что в своем выступлении президент обязательно обозначит новые национальные проекты, исходя из того, что сейчас огромное внимание уделяется вопросам семьи, вопросам демографии, вопросам повышения качества жизни россиян. И я очень рад, что не ошибся. Президент не только объявил новые национальные проекты, но и достаточно серьезно остановился и на уже конкретных моментах, которые будут отражены в этих национальных проектах. То, что появился национальный проект «Семья», конечно же, нас, якутян, не может не радовать. Это очень важно. Якутия всегда отличалась особой заботой о семье, заботой о детстве, материнстве. И у нас каждая 5-я семья многодетная. Это один из лучших показателей в нашей стране. Мы гордимся нашими многодетными семьями, это наша гордость. И, конечно же, вот то, что сейчас, благодаря решениям президента, будут приниматься новые меры, и связанные с мерами социальной поддержки, выплатами, семейной ипотекой, возможностями поддержки детей из многодетных семей и многими-многими другими, которые уже появятся при окончательной редакции национального проекта, конечно же, может только говорить о том, что президент заботу о семье ставит во главу угла именно для развития нашей страны. И, безусловно, другие проекты, которые тоже социальные, мы связаны, например, проект «Молодежь». Да? Якутия — это уникальный тоже регион, у нас молодежи много. Треть нашего населения — это молодежь в возрасте от 14 до 33 лет. Это тоже очень хороший, серьезный показатель. И, конечно же, то, что будет делаться для молодежи, начиная от вопросов образования, заканчивая уже вопросами трудоустройства, поддержки молодых семей, молодежи, строительства спортивных залов. Вот это все, опять же, внимание к тому, чтобы наша молодежь росла здоровой, образованной, патриотичной. И уверен, что и на территории Якутии как раз реализация этого национального проекта будет идти очень быстрыми темпами. При этом президент особо выделил также и вопросы активного долголетия. Не только чтобы у нас средняя продолжительность жизни
приближалась и превышала 80 лет, но и чтобы люди свой пожилой возраст встречали активными, здоровыми, чтобы могли и сами наслаждаться жизнью, помогать своим родным и близким, за детьми смотреть, внуками, правнуками, так, активно отдыхать, общаться, передавать свой опыт младшим поколениям. И для этого вот этот будет делаться проект, и особо меня обрадовало то, что президент сказал, что особое внимание как раз в этом национальном проекте по активному долголетию будет уделяться малым городам, деревням нашим, то есть там, где живет у нас подавляющее большинство населения Якутии. Вот. Но при этом, конечно, и в городах будет больших тоже делаться много, и уверен, что это тоже самым хорошим образом скажется на жизни всего населения Якутии. Меня вообще порадовало то, что президент в своем двухчасовом, более чем двухчасовом выступлении, послании, очень много раз останавливался на вопросах развития Дальнего Востока. Особо отмечал вопросы развития Дальнего Востока, развития Арктики. То есть это, считайте, вопрос развития Якутии. И это говорит о том, что президент всегда держит в поле своего зрения наши вопросы, понимает прекрасно наши проблемы и готов выделять дополнительные ресурсы, в том числе финансовые ресурсы, для того, чтобы развитие дальневосточных регионов, арктических регионов шло более быстрыми темпами, нежели чем среднероссийские. Уверен, что это, конечно же, скажется и на качестве жизни каждого из якутян. О качестве жизни можно еще говорить и по благосостоянию граждан, потому что глава государства акцентировал внимание на людях, которые живут за чертой бедности. Якутия давно приступила к решению этой проблемы, и особенно Владимир Путин отметил необходимость поддержки как раз, опять же, многодетных семей, потому что из них бедными по России является порядка 30%. Вот есть ли у нас по Якутии какие-то статистические данные, учитывая, что работа уже началась, и есть ли у нас резерв, чтобы усилить работу по борьбе с бедностью? Я всегда отмечаю, что своим первым решением после избрания второй раз главой республики, вступления в должность, я подписал указ именно о борьбе с бедностью. Почему? Потому что я считаю, что бедных людей в нашей стране, в нашей республике должно быть как можно меньше. И, к сожалению, мы помним, к 2018 году у нас практически 20% населения было за чертой бедности. Благодаря работе за последние 5 лет мы сократили это число на 5%. Это вроде кажется, что 5% это такая цифра, да, но это практически десятки тысяч людей, которые вышли из зоны бедности. Но при этом еще у нас остается за чертой бедности большое количество населения, считайте, 15%, и мы должны, по моему указу, сократить это до 30 года в 2 раза. И, кстати говоря, вчера как раз у президента тоже прозвучала цифра более чем в 2 раза, она касается как раз сокращения количества бедных среди многодетных семей. И уверен, что и как раз появление такого направления, как борьба с бедностью, особое внимание и через послание президента поможет нам реализовать те планы, которые у нас есть. Я еще раз говорю, рад, что мы одними из первых в стране системно подошли к этой проблеме и уже сегодня решаем ее по целому спектру направлений. Борьба с бедностью же не просто раздача денег, это и обучение людей, это трудоустройство людей, это ихняя мобильность людей, это вопросы поддержки социальное предпринимательство в среде малообеспеченных людей. Так, тут очень много разных подходов, которые на самом деле зависят от всего нашего общества. Не только от власти, но и вся наше общество должно включиться в эту борьбу с бедностью. И уверен, что мы ее победим. И сейчас как раз с появлением такого мощного рычага, как поддержка президента, конечно, нам это будет сделать легче. Александр Сергеевич, предлагаю поговорить еще и о вопросах газификации, потому что во вчерашнем послании тоже эта тема поднималась. В каком объеме будет расширена наша программа по соцгазификации? Программа социальной газификации, она у нас вся уже спланирована. Ее задачи по Якутии абсолютно все понятны. И когда вчера президент упоминал именно о развитии газификации в Якутии, он назвал нас первыми, эта речь идет о Южной Якутии, о Западной Якутии, когда мы должны
30 населенных пунктов, причем достаточно крупных населенных пунктов, таких как, например, город Алдан, например, Алекминск и другие населенные пункты Ленского, Алданского, Алекминского, Нерюнгринского районов подключить к газу, который идет по Силе Сибирь. Задача очень серьезная, очень амбициозная. Сейчас, благодаря поддержке президента, нам удалось добиться того, чтобы также в эту программу включена программа перехода на газ Нерюнгринской ГРЭС. Это огромный объект, который будет потреблять порядка 1,5–2 миллиардов кубов газа в год. Это огромная цифра, так, и это стоило на самом деле очень таких непростых дискуссий, в том числе и с федеральными ведомствами, с газодобывающими компаниями, о том, чтобы такое поручение президента появилось. Но сейчас будем его все вместе исполнять. Вот. И задача стоит уже, чтобы к 2028-2029 году у нас программа по газификации она была выполнена. Что касается социальной газификации, она у нас идет рекордными темпами. Мы лидеры Дальнего Востока, мы занимаем сейчас 10-е место по итогам прошлого года по стране. Мы перевыполнили план прошлого года, порядка 140% от поставленных задач. И в этом году уже результаты тоже хорошие с начала года. Уверен, что Сахатранснефтегаз, который по соглашению с «Газпромом» является региональным оператором на территории нашей республики, задачи, поставленные по социальной газификации, все полностью будут также выполнять опережающими темпами, как это делал до сих пор. Появилась и новая задача – это запуск кадровой программы «Время героев» для ветеранов, участников специальной военной операции. Какие возможности сейчас уже предоставляются у нас в Якутии для ветеранов СВО? Президент объявил о старте с 1 марта программы подготовки кадров из числа военнослужащих, которые уже проходили службу в зоне специальной военной операции, или те, которые даже сейчас находятся в зоне боевых действий. Это очень важно и абсолютно правильно, потому что те ребята, которые сейчас защищают нашу страну в зоне специальной военной операции, это те люди, которые по праву являются нашей гордостью. И президент особо отметил, что этим ребятам надо помогать, давать возможность обучать для того, чтобы в последующем они руководили и нашими крупнейшими предприятиями, муниципалитетами, регионами и министерствами в целом всей страной. Так? И уверен, что вот тот опыт, хороший опыт, который есть уже в стране по подготовке кадров, в том числе вот школы губернаторов, школы подготовки управленческих кадров, которые при Академии госслужбы существуют, вот это все как раз будет помогать нашим ребятам, которые или, вот еще раз говорю, или уже вернулись со специальной военной операции, или сейчас там находятся, конечно, приобрести те необходимые управленческие навыки, знания, которые позволят им реализовать вот те планы, которые есть у президента. Наша республика, уверен, тоже включится в этот проект. У нас уже много ребят, которые вернулись со специальной военной операции, имеют необходимые компетенции, чтобы участвовать в этой программе. Ну и многие из тех, кто сегодня находится в зоне специальной военной операции, мне уже вчера вечером даже писали, они тоже хотят по этой программе обучаться, и уверен, у них это все получится. Скорее всего. В феврале посетил наш регион Юрий Петрович Трутнев. Были соревнования по стрельбе на дальней дистанции. Там полномочный представитель президента выступил главным судьей. Участникам передал свое приветствие и поздравления, конечно, и глава государства Владимир Путин. Все присутствующие высоко оценили, конечно, новый полигон «Сулус». А вот как полигон будет использоваться дальше и кто там будет тренироваться? Полигон «Сулус» построен по поручению Юрия Петровича Трутнева. Мы с ним неоднократно обсуждали, вот, какой полигон должен быть здесь у нас построен. И вот сегодня построенный и введенный полигон «Сулус», он, безусловно, является лучшим в стране. Нет других полигонов, на которых предельная дальность стрельбы 3,5 километра. Вот. Абсолютно по всем требованиям, которые существуют к таким полигонам, он обустроен. 90% средств – это федеральный бюджет. Вот. И сейчас вот те соревнования, которые прошли, первые всероссийские соревнования по
стрельбе на дальние дистанции, на призы Героя Советского Союза, нашего великого снайпера Федора Матвеевича Хлопкова. Они показали, что, конечно, вот уровень технической подготовки полигона на самом высоком уровне. Это отметили все гости, все участники соревнований. Участников было много, больше 100. И наших из Якутии было 28 человек, все остальные это были уже из других регионов, из различных силовых ведомств, профессиональные спортсмены по стрельбе на дальние дистанции тоже приехали. И, конечно, вот еще раз хочу подчеркнуть, что вот элита стрелков на дальние расстояния оценила наш полигон единодушно, что это один из лучших. Ну, те, кто стрелял из-за границы, они все говорят, что из-за границы таких полигонов они не видели. Вот. Конечно же, он предназначен не только для проведения соревнований, он предназначен для подготовки стрелков на дальние расстояния. Сейчас СУЛУС уже работает, готовятся и наши ребята, и будут готовиться также представители других регионов по тем заявкам, которые к нам будут поступать. Вот. Работа эта идет, она не та работа, которая требует там серьезное афиширование, но еще раз хочу подчеркнуть, что в Якутии всегда любили, всегда чтили память своих предков, вот, великих снайперов. И сегодня мы видим, что есть продолжатели их дела, есть те стрелки, которые на самом деле вот, в соревновании с лучшими снайперами, стрелками на дальние расстояния всей нашей страны доказали, что якутяне в числе первых. Так, вот тот выстрел, который наш победитель Яковлев Сергей в соревнованиях дневных сделал на 2 километра, конечно, это тоже уникальный выстрел. И он, еще раз говорю, подтвердил вот то, что слава якутских стрелков, она и сегодня так же ярко сияет, как и раньше. Да, результаты были невероятные. В своем послании президент поблагодарил и работников сельского хозяйства, отметил их вклад в продуктовую безопасность страны. Вы, кстати, тоже неоднократно говорили о том, что необходимо нарастить объем производства местной продукции. На этой неделе в Амге состоялось совещание с сельхозпроизводителями заречных районов. Какие были поставлены задачи? Главная задача нашего сельского хозяйства на сегодняшний день – это как можно больше произвести качественной нашей местной продукции для того, чтобы повысить обеспеченность, самообеспеченность республики, чтобы мы, жители Якутии, как можно больше потребляли местной качественной продукции. Задача очень простая, но на самом деле ее решение крайне сложно. Вот. Мы в Амге собрали руководство заречных улусов, руководителей ряда крупных сельхозпредприятий Амгинского улуса. Был такой честный, прямой разговор о какие есть проблемы, что нам надо делать, как нам надо решать задачи. Было много дельных предложений со стороны глав района в первую очередь, я и многие из них поддержал. Здесь надо понимать, что просто увеличением субсидий мы вопросы не решим. Здесь надо понимать, что просто увеличивая субсидии, мы должны при этом также получать увеличение товарной продукции. У нас, к сожалению, сегодня мы субсидии увеличиваем, но товарная продукция растет незначительно, то есть менее быстрыми темпами, нежели чем мы увеличиваем субсидии. И здесь, конечно, надо переходить уже и на новые современные методы хозяйствования, надо более активнее внедрять инновационные подходы, еще раз говорю, производить новые виды продукции. Я считаю, что мы не дорабатываем, мы не достаточно четко продвигаем на рынок наши уникальные продукты. Тот же якутский мед, по оценкам экспертов, является вообще не просто имеет хорошие вкусовые качества, он имеет уникальные целебные свойства. Это вообще уникальный мед, который надо брендировать и продавать уже совсем на другом сегменте рынка. Так? Но, к сожалению, вот здесь, в части маркетинга, в части продвижения, мы очень серьезно отстаем. То же самое касается и переработки жеребятины, оленины, когда мы должны говорить о переработке и выпуске продукции не только из мяса, так, но и переработки полностью и внутренностей, и использовать максимально, вот, ну, скажем так, того же оленя. Да? Вот я сейчас встречался с представителями крупных компаний, которые занимаются бизнесом на Ямале,
Ну, они оленя, вот, начиная от копыт, заканчивая рогами, полностью все используют. Так? Ничего не остается вне поля их зрения. Вот. Причем это не настолько уж и сложные технологии. При этом их продукция сегодня, вот они перерабатывают, готовят это все и поставляют уже на рынок Китайской Народной Республики. Зарабатывают, я не скажу бешеные деньги, но зарабатывают достаточно, чтобы и оленеводство у них достаточно прочно на ногах стояло, ну и предприятия, чтобы далеко не были такими, знаете, убыточными. Так? И вот такие задачи надо нам ставить и решать. Я очень рад, что главы заречных улусов, да и других улусов наших, они прекрасно это понимают. Сейчас главное всем вместе здесь с Минсельхозом, с новой командой Минсельхоза, правительство вместе работать для достижения, вот еще раз говорю, конкретных, понятных целей. Вот, просто говорить о поддержке села, это, конечно, хорошо. Мы село поддерживали и будем поддерживать, так же, как и сельское хозяйство. Но вместе с тем сейчас вот эта поддержка, она должна быть очень четко измеримая, и должен быть ответ. Увеличиваем субсидии, значит, увеличивается товарная продукция. Здесь я считаю, что вот мы вместе вот как раз с селянами этих поставленных задач добьемся. Вот вокруг этого у нас в МД очень такой серьезный, хороший, обстоятельный разговор и состоялся. Ну, по крайней мере, это все состоится, потому что сельхозпроизводители сами в этом заинтересованы. Александр Сергеевич, в феврале состоялось еще и самое яркое, наверное, событие для молодежи нашей республики. Это 4-й по счету фестиваль Муусустар. С каждым годом, что, в общем-то, неудивительно, уровень организации такого масштабного мероприятия растет. И в целом-то мероприятие очень актуально, потому что как раз треть населения нашей республики – это молодежь. Вчера президент объявил о запуске нового национального проекта «Молодежь России». Что это даст для молодежной политики Якутии? Я уже говорил, что, конечно же, в целом это будет мощная поддержка для молодежи, и сельской молодежи, и городской молодежи с точки зрения образования, с точки зрения повышения их возможностей к трудоустройству, заработной плате и обеспечению жильем. Ну и, конечно, в последующем для их уже жизненного такого роста. При этом особое внимание президент обратил как раз на воспитание нашей молодежи в духе патриотизма. И вот как раз лучшие практики, которые уже есть за последние годы, он призвал их использовать. Я считаю, что наш молодежный фестиваль Муусустар, который в 4-й раз прошел, он как раз очень хорошо вписывается в политику президента. Я вот в этом году посетил там все направления, треки, которые были на Муусустаре, их было 14. Просто очень рад, что и начиная от музыки, кино, заканчивая вопросами участия нашей молодежи в специальной военной операции, поддержки наших бойцов, участия непосредственно. Вот везде молодежь очень такая интересная, активная, много идей, много разных подходов, и это радует. Это значит, что молодежь, она не стоит в стороне, молодежь хочет, может участвовать, и это очень, еще раз говорю, очень правильно и важно для и нашей республики, и в целом для страны. Ну а то, что там была такая очень, я бы сказал, даже жесткая конкуренция между районами за первое место, оно прямо вот ощущалось в атмосфере. Ну и, конечно, вот победители — это и Горный район, и Булузский район. Ну, молодцы. Они и главы тут там включены у них в поддержку молодежи. Это сразу чувствуется. Я и там бываю, вижу, как они относятся к своей молодежи. И молодежь сама по себе очень интересная, очень креативная, ищет всегда новые подходы. И вот это все и сказалось. Так что, ну, другим районам, улусам есть на кого равняться. Уверен, что в последующем вот уровень нашего фестиваля Муусустар будет расти и расти. И дальше и все гости, которых было очень много в этот раз, и наши знаменитые спортсмены, художники, артисты, военкоры, они вот все в один голос отметили, что просто уровень нашего фестиваля самый высокий. И уверен, что так и будет дальше. Самое интересное, что в следующем году будет 5-й юбилейный по счету фестиваль, и вот там, наверное, действительно уровень будет выше звезд. Спасибо большое, Александр Сергеевич, что нашли для нас время. Всегда будем рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Якутия вперед». Оставайтесь с нами.